Здравствуйте, вы смотрите новости, в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Защита леса от вырубок и пожаров. Сегодня в Якутии отмечается День основания лесного хозяйства. Конец дистанционки. Учащиеся столичных школ перешли на очный формат обучения. В здоровом теле здоровый дух. Количество систематически занимающихся спортом в республике выросло до 46%. Полеты из международного аэропорта Якутска возобновят с 21 февраля по открытым направлениям. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба России. Сообщается, что частота полетов будет такой же, как и для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение с учетом соблюдения необходимых санэпид-требований. Кроме того, принято решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов в пункты на территории Кипра. Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от коронавирусной инфекции. Конец дистанционки. С сегодняшнего дня учащиеся с 1 по 11 классы столичных школ перешли на очный формат обучения с соблюдением санитарных требований. Так, при входе в здание школы действует температурный фильтр. Также будут соблюдаться масочный режим и разграничение учеников во время уроков и перемен. При 20% заболеваемости будут закрываться отдельные классы. Ограничительные меры продолжают действовать на кружки, секции, дополнительные занятия, школьные и внешкольные мероприятия. Тем временем в столице республики, в микрорайоне Прометей, заканчивается строительство самой большой школы в Якутии. К возведению объекта приступили в феврале 2020 года. В текущем году школу планируют ввести в эксплуатацию. С ходом строительных работ ознакомилась Марферина Алексеева. Необходимость в новой школе в районе Прометей назрела давно. На сегодняшний день в этом микрорайоне уже проживают около 9 тысяч горожан. А действует только одна школа. Новое трехэтажное здание общей площадью около 15 тысяч квадратных метров рассчитано на 990 учебных мест. Современная школа состоит из 5 объединенных блоков. Панорамные окна, 2 спортивных зала, холлы для активного отдыха, столовая на 500 мест, а кабинеты свободно вместят 30 учащихся. Уже приобретено современное IT-оборудование на 70 миллионов рублей. Так классы будут оборудованы планшетами, ноутбуками. Будет и отдельное помещение для виртуального обучения учащихся, оснащенное VR-очками. Объект интересный, он нетипичный. Вот у нас мы квартал построили, уже тоже большой объем работы выполнен. Относительно квартала здесь много интересных инженерных задач. Например, вот вы видите фермы и так далее. Перекрытие, потолки, высота даже совсем иная. Сегодня в Якутске действуют 53 школы, рассчитанные на 23 тысячи учебных мест. А в реальности обучаются более 50 тысяч ребят. На сегодняшний день Министерством просвещения Российской Федерации уже принято решение о строительстве 6 новых школ и 5 пристроек к уже имеющимся. Таким образом, в ближайшие 3 года на территории столицы планируется создать более 6 тысяч дополнительных мест. А к 2025 году посменное обучение должны ликвидировать полностью. В будущем у нас планируется также в рамках с участием ВБРФ строительство довольно-таки много школ по городу Якутску. В этом году планируется приобретение 3 объектов в городе Якутске. Это пристрой в Хатасах, пристрой в школе номер 5 и в пригородном школе номер 12. И в следующем году также планируется в микрорайоне ДСК, в Жатае и по улице Пирогова на 180 мест. В этом году к началу нового учебного сезона школу планируют ввести в эксплуатацию. На сегодняшний день рабочие завершают монтаж системы отопления, вентиляции, ведется укладка плитки и монтаж водоотведения. Строительная готовность объекта составляет 80%. Вскоре начнутся работы над благоустройством прилегающей территории. Проектом предусмотрено футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, беговая дорожка и тренажерные площадки. Строительство реализуется в рамках национального проекта образования и приурочено к юбилею Якутской АССР. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск.
Центр естественного и научного профилей «Точка роста» в минувшем году создали в 111 школах республики по нацпроекту образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, в целях внедрения цифровой образовательной модели школам передали ноутбуки и многофункциональные устройства. Также в рамках проекта «Успех каждого ребенка» создаются условия для занятий спортом и физической культурой в сельских школах. А на базе Малой академии наук создали региональный центр выявления и развития одаренных детей. Сегодня, 14 февраля, отмечается День основания лесного хозяйства в Якутии. В этот день, в 1939 году, было принято постановление Совета народных комиссаров об организации лесного хозяйства и системы лесов местного значения. Сегодня специалисты лесного комплекса защищают леса от незаконных вырубок и пожаров, ведут лесовосстановительные работы и просветительскую деятельность, а также обеспечивают рациональное использование лесов. С лесничими в рейд выехал и наш корреспондент Иван Яковлев. В феврале-марте начинается жаркая пора для лесничих. В это время горожане занимаются заготовкой леса. Необходимые документы бывают далеко не у всех, но в этот раз мы столкнулись с законопослушным гражданином. Подписи есть, печать есть. Все хорошо. Именно в целом якутском лесничестве в среднем бывает от 130 лесопользователей постоянных, которые берут на печное отопление. Валерий Домбинов, житель Магана, приехал в лес за дровами. В гараже и бане печное отопление. А еще нужны бревна для замены фундамента дома. Эту работу он запланировал на лето. И сейчас, до наступления теплых дней и исхода снега, ему необходимо отвезти древесину до своего участка. Пока тучи слаживаем, день короткий был. Сейчас начнем уже сжигать их. Пока период не пожароопасный. Все, приберемся аккуратненько. Выедем, вывезем все. До распутицы надо успеть все это. Нынче не знаю, март вот вроде теплый обещает. Вот пораньше начали что-то. Факты незаконной вырубки леса фиксируются на территории Якутска ежегодно. Так, в прошлом году было выявлено 6 таких случаев. 4 нарушителя привлечены к административной ответственности, 2 дела находятся на рассмотрении. Можем и на месте составить протокола. Если мы в случае патрульной путевки выезжаем в патруль и обнаруживаем, то есть незаконную рубку, и составляется на месте протокол «Неустановленное лицо» на незаконную рубку. То есть мы не знаем, кто это. Мы составляем протокол, и этим делом занимается МВД. Впрочем, незаконная вырубка леса – это лишь малая часть работы лесничных. Впереди лето, а значит снова угроза лесных пожаров. И именно от профилактической работы лесного хозяйства уже сейчас во многом будут зависеть безопасность природы и здоровье всех якутян этим летом. Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Маган. Перейдем к теме спорта. Российские спортсмены завоевали 4 награды в 10-й соревновательный день Олимпийских игр в Пекине. Так, мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спецова и Сергея Устюгова выиграла эстафету 4 по 10 километров. Серебро в копилку команды принес шорт-трекист Константин Евлиев, выступавший в забеге на 500 метров. Ну а бронзовыми призерами стали биатлонист Эдуард Латыпов в гонке преследования и конькобежка Ангелина Голикова, ставшая третьей на дистанции 500 метров. В медальном зачете команда Олимпийского комитета России идет на 7-й позиции. Почти половина жителей республики занимается физической культурой и спортом. За 2021 год, несмотря на пандемию коронавируса, количество занимающихся увеличилось и составило 46% от населения республики. По мнению специалистов, на рост показателя повлияло последовательное наращивание количества спортивных объектов для массового спорта. Так, в 2021 году в Якутии построено 9 спортивных объектов. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь на 49 миллионов рублей, в том числе спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок ГТО в Абыйском, Анабарском, Верхнеколымском, Оленёкском районах и городе Якутске.
Ко дню зимних видов спорта в России приурочили ежегодное открытие ледового катка в самом центре города, на площади Ленина. Организаторы обещают, что сегодня примерно в 12 часов дня каток на открытом воздухе начнет свою работу. Правда, в связи с эпидобстановкой все пройдет буднично, без официальных мероприятий и торжеств. Работать каток также будет с соблюдением всех санитарных норм. Впускать людей, любителей физической активности, будут из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. Необычные игрушки изготавливает жительница Якутска Наталья Мельникова. Ее работы стали широко известны не только в Якутии, но и за пределами республики. Материалом же для своих игрушек Наталья выбрала дерево. С изделиями мастерицы познакомит Саргалана Неустроева. Вырез за вырезом Наталья создает настоящие произведения искусства. Ее куклы – это не та вещь, которую можно подарить ребенку для игры. Скорее, ценная часть коллекции, на которую смотришь и восхищаешься. Одно изделие средних размеров Наталья может изготавливать практически полгода. Стоит ли говорить о том, что каждая кукла уникальна и не имеет аналогов в мире? А когда сам создаешь, ты создаешь то, что ты сам хочешь, а не покупное. Покупное – это уже, считай, кто-то придумал, сделал и продал. А тут созданное своими руками – это свое желание. Оно как бы и дороже, и ближе, и теплее. Резьбой по дереву мастерица занимается давно. Увлечение этим у нее появилось еще в школьное время. Первую работу Наталья не сохранила, но об этом не жалеет. За долгое время мастерица смогла изготовить такое количество кукол, что уже и не подсчитать. Сегодня без своего промысла, как признается Наталья, просидеть долго она не может. Люблю вырезать. Это прям такой процесс медитативный, что сидишь прям и процессом наслаждаешься. Во-вторых, вот это вот сам материал, он такой теплый, то, что его натуральность, да, и потом я люблю все создавать очень качественно. Как ни странно, чаще всего работы Натальи покупают за пределами республики. Одна и вовсе в 2019 году улетела в Нью-Йорк и пополнила коллекцию местного ценителя. А самая известная работа – кукла старика по мотивам романа «Тыгын-Дархан». В прошлом году она стала частью большой сборной экспозиции на фестивале «Якутия мастеровая». Тот год, когда я создавала вот этого дедушку, вот этого героя, у меня было очень большое желание создать именно человека в старческом возрасте. Именно вот эти вот морщины, взгляд, да, мимика. Мне очень хотелось передать это все в дереве. Сейчас Наталья преподает технику резьбы по дереву. С каждым желающим занимается индивидуально. А самая большая мечта на сегодня – это собственная мастерская. Пока свои творения Наталья Мельникова создает в небольшом оборудованном углу спальной комнаты. Признается, не хватает и поддержки государства местных мастеров. Участие на выездных выставках стоит немалых денег. А ведь таким образом Наталья и ее коллеги продвигают местную национальную культуру за пределами Якутии. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. Это были новости. Всего доброго.